Следователи расследуют трагедии в двух семьях в Среднеколымском районе. Конфликты между родными братьями закончились смертью. 12 декабря в селе Ойсардах 51-летний мужчина пришел домой, где проживал со своим 52-летним братом. Он начал предъявлять претензии и укорять его за регулярное употребление алкоголя, отсутствие постоянной работы и финансовой помощи. На этой почве между братьями возник конфликт, и младший, схватив нож, ударил потерпевшего в бедро и грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия. Похожий случай произошел в селе Сылгытар, где к трагедии привело совместное употребление алкоголя и вспыхнувшая ссора. Двое братьев 51 и 56 лет выпивали у себя дома, и в ходе застолья один из них начал предъявлять претензии родственнику в привычке пьянствовать не с ним, а другими приятелями. Отказ в просьбе дать денег привел подозреваемого в ярость, и он, схватив пустую бутылку из-под спиртного, начал наносить по телу, голове и лицу брата множественные удары. В какой-то момент бутылка разбилась, но подозреваемый не остановился и продолжил бить так называемой розочкой. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным возбудили в Сунтарском районе Якутии. Об этом сообщает прокуратура региона. Установлено, что 16 декабря этого года двое мужчин, находясь в местности Хамустах, расположенной возле одного из населенных пунктов района, из хулиганских побуждений нанесли повреждения дикому животному лисе, повлекшей ее гибель. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Напомню, что ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором двое мужчин, приехав в лесу на тракторе, снимают ее на телефон, пинают и душат животное ногами. Министерство экологии сообщало, что в их действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, а также жестокого обращения с животным. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. На тракторе МТЗ-82 выехал, прицепив сани, чтобы искать табун лошадей. В местности Хамустах в озере увидели лису. И по дороге, обратной дороге, нечаянно на санях раздавили лису. Что она была жива, когда мы шли, снимая на камеру, мы с братом умертвили. Помощника капитана ледокола капитан Бабичев признали виновным в гибели матроса в Якутии. Установлено, что 14 мая этого года мужчина допустил выход двух матросов за ограждение кормовой части судна для подачи буксировочного каната членам экипажа ледокола, зажатого льдами в походном канале затона Жатайской базы. В результате матрос оступился и упал за борт в воду, после чего утонул. Якутский городской суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно по статье «Нарушение требований охраны труда», повлекшая по неосторожности смерть человека. КАМАЗ, перевозивший топливо, опрокинулся на 28-м километре автодороги Яна в Тампонском районе республики. Министерство экологии региона сообщает, что машина следовала из поселка Хандыга в село Тополиное. Для осмотра на место происшествия выехали экологи. Выявлена утечка ГСМ, чувствуется характерный запах нефтепродуктов. Обнаружены пятна ГСМ, предположительно нефти, отмечают в ведомстве. Площадь предполагаемого загрязнения составила 117,6 квадратных метров. Госинспекторы отобрали пробы почвы для дальнейшей экспертизы. Ведется административное расследование. Двое мужчин избили знакомого за карточный долг в Нирингре. Спустя время потерпевший скончался. По информации региональной прокуратуры, коллегия присяжных заседателей признала их виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В апреле 2018 года во время застолья возник конфликт из-за невозвращенного карточного долга. Мужчины избили пострадавшего. На помощь к мужчине пришел родной брат, который забрал его из квартиры, после чего ему была оказана медицинская помощь. Позднее проведена операция. Несмотря на это, в сентябре того же года потерпевший скончался от полученной закрытой черепно-мозговой травмы. Отмечается, что подсудимые категорически отрицали вину. Однако суд приговорил одного из подсудимых к 9 годам, второго к 10,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Житель Кобяйского района осужден за причинение смерти по неосторожности на охоте. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Весной этого года компания на моторных лодках охотилась на уток на участке реки Лена недалеко от села Батамай Кобяйского района. Ночью один из охотников выстрелил из ружья в сторону дичи над корпусом стоявшей рядом моторной лодки, попав в голову мужчины, находившегося в ней. В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Двое мужчин осуждены за незаконное приобретение и хранение наркотиков в Сунтарском районе. Прокуратура региона сообщает, что обвиняемые в середине сентября этого года вступили в предварительный сговор на совместное незаконное приобретение наркотиков с целью употребления. Они выехали на территорию одного из населенных пунктов Сунтарского района, где собрали дикорастущую коноплю, которую упаковали в полимерный пакет. Общий вес наркотических средств составил около 400 граммов, что является крупным размером.
По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил одного из подсудимых к 4,5 годам, другого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Трое полицейских были убиты и один ранен в среду в деревушке Сен-Жуст в центре Франции, примерно в 130 километрах к западу от Лиона. Когда стражи правопорядка приехали на вызов о домашнем насилии, по ним открыл огонь вооруженный мужчина, который затем поджег свой дом и скрылся. Позже он был найден мертвым, другие детали не сообщаются. Женщина, вызвавшая полицию, выжила. Она сбежала на крышу, откуда ее забрали спасатели. Дом, в котором она проживала, полностью сгорел. Президент страны Эммануэль Макрон в своем сообщении в Твиттере назвал погибших полицейских героями. Вся страна разделяет горе их близких. Наши силы безопасности рискуют жизнью, чтобы защитить нас, написал он.